Изучение космоса началось еще с самых древних времен, когда человек только учился считать по звездам, выделяя созвездия. И только всего 400 лет назад, после изобретения телескопа, астрономия начала стремительно развиваться, принося в науку все новые открытия. 17 век стал переходным веком для астрономии. Тогда начали применять научный метод в исследовании космоса, благодаря которому был открыт Млечный Путь, другие звездные скопления и туманности. Своего триумфа исследование космоса достигло в середине 20 века. Главным прорывом научно-технического прогресса в 20 веке стал запуск первого спутника в космос, первый полет человека в космос, выход в открытое космическое пространство, высадка на Луну. Представители малочисленного ингушского народа также оставили свой след в освоении космоса. Одним из представителей ингушского народа, работавший в области исследования космоса, был начальник главного испытательного центра управления полетами в космос, Алихан Кулбужев. О его биографии и деятельности подробно описано в одном из выпусков журнала «Сердало». Кулбужев Алихан Ибрагимович родился 2 сентября 1940 года в селе Далаково Назраановского района ЧССР в большой и дружной семье. В 4 года испытал на себе весь ужас выселения 1944 года и на момент возвращения на историческую родину в 1957 году был вполне сложившимся молодым человеком, с огромным желанием учиться. В 1958 году он поступает в Орджоникидзевский финансовый техникум Министерства финансов РСФСР и в 1961 году успешно заканчивает его с квалификацией финансист. Казалось бы, что еще нужно молодому 20-летнему юноше для дальнейшего карьерного роста. Алихан атакует военкомат и настаивает на его призыв в армию. Надо отметить, что в период депортации и немногим позже, лица, подвергшиеся депортации, не призывались в ряды советской армии. И уже оттуда по ходатайству своих командиров части поступает в Харьковское высшее командное инженерное училище и успешно заканчивает его в 1969 году. В 1970 году в должности заместителя начальника УСПа политчасти в звании лейтенант-инженер Кулбужев начинает свою службу в поселке Звездный в отделе радиотехнических средств войсковой части 14129, связанной с работой по управлению космическими аппаратами и расположенной в Улан-Удэ Бурятской АССР. В начале 1980 года продолжает службу в должности начальника штаба в звании майор-инженер. С 1978 по 1981 годы, слушатель заочного факультета военной академии имени Дзержинского. С 1984 по 1986 годы Кулбужев Алихан Ибрагимович был начальником главного испытательного центра испытаний управления космическими средствами имени Титова. В звании полковника служил командиром одной из частей в испытательном центре космодрома Байконур. Последние годы его жизни прошли на службе в Главном испытательном центре испытаний управления космическими средствами имени Титова, Центре управления полетами, который находится в ведении Министерства обороны РФ, из которого осуществляется управление космическими аппаратами. Центр управления полетами – уникальная точка на планете, через которую осуществляется прямая связь Земли с орбитальными космическими аппаратами в космическом пространстве. Сегодня освоение ближнего космоса – это каждодневная, четко отлаженная и организованная работа по сопровождению полетов орбитальных станций. Центр управления полетами – наиболее крупное научно-исследовательское подразделение Центрального НИИ машиностроения Российского авиационно-космического агентства. Вся жизнедеятельность Кулбужева Алихана были связаны с вооруженными силами, в рядах которых он прошел замечательный путь от курсанта Харьковского военного училища до командира отдельной воинской части. На всех этапах благородной и трудной офицерской карьеры он проявил высокую компетентность и незаурядные качества руководителя. Под его руководством и при его участии решались задачи, имеющие высокую значимость для обеспечения национальной безопасности и укрепления обороноспособности страны, сохранения ее статуса как великой космической державы.
Частичку в развитие ракетно-космической отрасли вложил и Умалат Марзиев, ингушский и российский ученый-инженер, который полвека проработал в Центре управления полетами, занимался автоматизированной обработкой информации и прикладного программно-математического обеспечения полетов в космос. Родился Умалат Марзиев в 1942 году. Будучи двухлетним ребенком, пережил депортацию всего ингушского народа в морозной степи Казахстана. Окончив школу в Казахстане, Марзиев поступил в Московский авиационный институт. После успешной учебы в авиационном институте Умалат Багаудинович получил распределение в подмосковный Калининград, на фирму Королева НПО «Энергия». Теперь это город Королев. Начал он здесь свою трудовую деятельность в качестве инженера вычислительных систем, подрабатывал рядом в техникуме преподавателем. Через 2 года его назначили заместителем начальника отдела. Последним местом работы Умалата Марзиева был Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в городе Королеве. В состав института входит Центр управления полетами космических аппаратов, который осуществляет программно-техническое обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов научного и социально-экономического назначения, МКРС «Луч». Именно там трудился Умалат Багаудинович. С 2015 года находится на пенсии.